Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии. В студии Алина Габуева и коротко о самых главных темах этого выпуска. Хочу отметить, что за прошлый год суды смогли отстоять многие важные вопросы. По итогам работы за прошлый год Северная Осетия в числе регионов со стопроцентной утверждаемостью административных дел. Новые задачи сформированы с учетом изменений в судебной системе и направлены на повышение эффективности правосудия. Благодаря старанию организаторов и исполнителей нашей кампании удалось достичь предварительных соглашений о дальнейшем сотрудничестве. Показали себя достойно. В Москве завершилась 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо». Производители Северной Осетии стали лауреатами выставки. Конечно, для каждого юноши, для каждого спортсмена это определенный старт, определенный трамплин для того, чтобы, естественно, дойти до заветной мечты. Североосетинские вольники готовятся к первенству России по вольной борьбе. Сегодня тренировку для спортсменов провел Артур Таймазов. Эффективное судопроизводство – гарант защиты прав граждан. Работать в этом направлении федеральных и мировых судей призвал Вячеслав Битаров. Глава принял участие в итоговом совещании. По итогам работы за прошлый год Северная Осетия в числе регионов со стопроцентной утверждаемостью административных дел. Данные были приведены на совещании Верховного суда России. По словам председателя Верховного суда Северной Осетии Бека Магометова, это результат слаженной профессиональной работы коллегии во взаимодействии со всеми силовыми ведомствами. Участники совещания обозначили новые задачи. Они сформированы с учетом изменений судебной системы и направлены на повышение эффективности правосудия. Хочу отметить, что за прошлый год суды смогли отстоять многие важные вопросы, в том числе резонансные для республики вопросы. И открытость власти, правоохранительных органов и судебной системы – это обязательные условия для обеспечения порядка нашей республики. Изменения в текущий бюджет республики обсудили депутаты в ходе очередного заседания Совета парламента. Корректировка главного финансового документа республики, как пояснил в Рио министр финансов Казбулат Бутаев, обусловлена поступлением субсидий из федерального бюджета, а также безвозмездных поступлений от негосударственных организаций. Законопроект предусматривает увеличение доходной части бюджета на 1 миллиард 924 миллиона рублей. Большая часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Планируется провести реконструкцию мостовых сооружений в Ордонском и Равском районах и Моздоке. Часть средств будет направлена на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, погашение просроченной кредиторской задолженности центральных районных больниц, строительство новых фельдшерских пунктов и капремонты домов культуры. Одобрение членов Совета получила федеральная инициатива, предусматривающая штрафы от 5000 до 1,5 миллионов рублей за распространение в интернете запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах. Депутаты поддержали обращение коллег из Амурской области к министру здравоохранения России. Законодатели просят ускорить принятие решения о обеспечении пациентов спинальной и мышечной атрофии препаратом Спинраза за счет средств федерального бюджета и включить его в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. План мероприятий по празднованию столетия Государственного академического театра имени Вахтангова обсудили в Москве. Празднование пройдет в соответствии с указом президента Владимира Путина в течение 2020 и 2021 годов. Юбилейные мероприятия пройдут и во Владикавказе, с которым тесно связано имя Евгения Вахтангова. В состав оргкомитета вошел и глава республики Вячеслав Битаров. Ключевыми мероприятиями станут премьера спектакля «Война и мир», мировое турне театра, установка памятника Евгению Вахтангову в Москве и создание во Владикавказе культурного центра в доме Вахтангова. В 2021 году на сцене театра в Москве планируется провести фестиваль «Вахтанговский 100». В нем примут участие театры, которые связаны с историей театра Вахтангова. В заседании оргкомитета принял участие полпред Борис Джанаев. В 2021 году в Северной Осетии отметят 150-летие Русского академического театра имени Вахтангова. Вячеслав Битаров поручил создать оргкомитет уже в масштабах республики. Все мероприятия должны пройти на высоком уровне, подчеркнул Борис Джанаев.
Во Владикавказе открылся новый современный офис Россельхозбанка. Воспользоваться широким спектром услуг могут как физические, так и юридические лица. С расширением клиентской базы удалось создать 82 дополнительных рабочих. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Казбек Вазиев. Между банком и руководством республики налажено тесное взаимодействие. Благодаря льготным программам банка дополнительные возможности получили сельхозтоваропроизводители республики. Это флагманский офис, это формат офиса флагманский, который охватывает полный перечень услуг как для физических лиц, так и для юридических лиц. В частности, для нашего малого бизнеса, естественно, основной сегмент нашего обслуживания. У нас обслуживаются аграрии, многопрофильные клиенты. Я думаю, что это один из самых современных, если не самый современный офис в нашей республике, естественно, в городе Владикавказе, потому что это последнее веяние банковского бренд-букинга, последнее веяние качества клиентского обслуживания, то есть тех стандартов и нормативов, если так можно сказать, которые есть в банковском бизнесе в сфере обслуживания клиентов. Заявить о себе, найти партнеров, расширить рынки сбыта. Североосетинские предприятия успешно представляют продукцию на российских и международных выставочных площадках. В Москве на международной выставке «Продэкспо» особый интерес вызвали предприятия республики по переработке мяса, производству минеральной воды и косметики. С выставки привезли награды и партнерские соглашения. Тему продолжит Хетак Плиев. Современное производство, новые технологии. Предприятие завоевывает рынок качеством и ассортиментом колбасной продукции, мясо отборное. Прежде чем попасть на прилавки, строгий контроль технолога. Процесс изготовления докторской колбасы состоит из 6 этапов. Главное – подготовка сырья. Все строго по технологии. Затем формируют фарш. Как раз сейчас этим и занимаются. Наполняют оболочку и отправляют варить. Это наш склад готовой своего рода уникальной продукции, где находится наша колбаса, которая уже готова к реализации в торговую сеть и впоследствии уже на столы наших с вами домов. Продукцию компании по достоинству оценили на международной выставке «Продэкспо 2020». Предприятие представило 4 вида колбасных изделий. Итог – 4 золотые медали. Кроме того, Министерство сельского хозяйства России присвоило компании «Деликат» звание «Лучшее предприятие». Благодаря старанию организаторов и исполнителей нашей компании удалось достичь предварительных соглашений о дальнейшем сотрудничестве с покупателями. А также мы смогли оценить конкурентоспособность нашей продукции не только в рамках российского, но и международного рынка. Успешно Северную Осетию на выставке представила и Татьяна Богданова. В ее мастерской производят косметику на основе экологически чистых продуктов. Масштабы небольшие, но труд исключительно ручной. Мы сотрудничаем с технологами, в частности с московскими, которые подсказывают, как это правильно все делать. Собираем травы сами и уже на травах, соответственно, изготавливаем свою продукцию. Выставка – отличная возможность заявить о себе и познакомиться с другими товаропроизводителями. Полностью все, что у меня есть в моем прайсе, в моем каталоге, все мы повезли и довольно-таки успешно пользовались такой популярностью на выставке. У нас было очень много около нашего стенда, и в частности вообще около стенда от республики. Очень много было людей, интересующихся, интересовались. Татьяна Богданова договорилась о реализации продукции в соседних регионах. Есть возможность выйти и за пределы страны. Площадка «Продэкспо» – это крупнейшая в России и Восточной Европе экспозиция. Участие принимали порядка 2500 компаний из 70 стран. Северную Осетию представили 15 предприятий. Дипломы лауреатов в номинации «Лучший продукт» получили производители воды «Аланские ледники», «Тибдон» и «Карджин». Хетак Плиев, Игорь Войцеховский, Аслан Тебиев. Новости Осетии. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы в администрации города, начался с церемонии вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Русланбек Икаев и Тамерлан Фарни вручили памятные награды 30 ветеранам. Поблагодарили за подвиг, самоотверженный труд при восстановлении народного хозяйства. До 9 мая награды будут вручены всем ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Будущих защитников Отечества сегодня пригласили на праздничный концерт в Дом-музей Сыплиева. Среди зрителей были юнормейцы штаба пригородного района, учащиеся колледжа управления и школы номер 50. Для них выступили дети из музыкальной школы имени Чайковского, колледжа искусств имени Гергиева и Центра развития НАРТ. Гостям рассказали о героических подвигах предков.
Праздновать День защитника Отечества в стенах Мемориального дома музея Исы Александровича Плиева – это, конечно, очень важно, потому что Иса Александрович Плиев своим жизненным примером, примером своего боевого пути показал нам, показывает потомкам, как важно защищать свою родину, как важно ее любить, как важно быть гуманистом при этом, при всем. Праздничный концерт прошел и в Северокавказском Суворовском военном училище. Почетными грамотами отметили сотрудников структурных подразделений, офицеров-воспитателей и отличившихся в учебе и общественные деятели суворовцев. В зале собрались представители разных поколений. Суворовцы, их родители, педагоги, участники боевых действий в Афганистане и в Чечне, ветераны училища. Готовились мы к этому мероприятию очень серьезно, потому что наше училище, как военное, очень трепетно к этому относится. Буквально с первой репетиции мы очень серьезно настроились и подходили к каждому моменту с максимальной точностью и серьезностью. В Северокавказском Суворовском училище обучается свыше 230 суворовцев. Основное внимание в училище уделяется патриотическому воспитанию и физической подготовке. Сегодня в нашем училище подготовлен концерт, посвященный Дню защитника Отечества. О передовых разработках энергетики говорили в СКГМИ. Лекции студентам прочитали специалисты из Санкт-Петербурга. Опытом представителей фирмы «Механотроника» поделились с работниками оборонных заводов и энергетических предприятий республики. Подробно остановились на внедрении микропроцессорной релейной защиты. Современное цифровое оборудование минимизирует риски при авариях и нештатных ситуациях. СКГМИ и фирма «Механотроника» взаимодействуют уже несколько лет. Компания оказывает вузу спонсорскую помощь. Студенты СКГМИ проходят практику в Санкт-Петербурге, где многие смогли трудоустроиться. Для нашего предприятия очень важно взаимодействие с учебными заведениями. Северокавказский горно-металлургический институт является одним из наших ключевых партнеров в Северокавказском федеральном округе, и для нас очень важно это взаимодействие. Мы заинтересованы в развитии долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений. Президент страны сказал, и глава республики все время говорит о цифровой трансформации, о том, что необходимо все-таки переходить на это, то есть на цифровизацию. Это сейчас самая актуальная тема, так сказать. 4 марта в Наро-Фоминске пройдет первенство России по вольной борьбе среди юношей. Северную Осетию представят 25 борцов. Сейчас спортсмены тренируются в усиленном режиме. Сегодня тренировку вольников посетил олимпийский чемпион Артур Таймазов. О встрече с легендарным спортсменом и о том, как проходит подготовка, в материале Георгия Запарова. Строгий режим дня, тренировки по расписанию. Подготовка к первенству России начинается с разминки. Ей уделяют ровно час. Весь процесс построен так, чтобы к старту турнира борцы подошли в оптимальной форме. Захваты, броски, сложные технические приемы. В борьбе важна каждая деталь. Все элементы отрабатываются сотни раз. Арсалан Габозов недавно завоевал серебро на первенстве СКФО. На российских соревнованиях рассчитывает на самый высокий результат. Готовимся на первенство России. 4 марта выезжаем. Минимально надо пробиться в финал, как минимум. Хочу отобраться на международный турнир и показать себя лучше там. Сегодня мастер-классы, советы от легенды спорта. Тренировку проводит трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов. В клубе вольной борьбы имени братьев Таймазовых созданы все условия для молодых спортсменов. Конечно, для каждого юноши, для каждого спортсмена это определенный старт, определенный трамплин для того, чтобы, естественно, дойти до заветной мечты, уже стать олимпийским чемпионом. Нужно все это проходить. Я сам это все проходил, поэтому это для каждого из них как Олимпийские игры. Первенство страны – важный этап не только для спортсменов, но и тренеров. Отвлечь буквально на несколько секунд, чтобы взять интервью, удалось с трудом. Сейчас идет второй сбор, все в штатном режиме. Ребята тренируются 2 раза в день, утром, вечером. Вот Артур Борисович тоже приходит, мотивирует ребят. Есть такие ребята, как Батрас Сакулов, Владислав Валиев, тоже помогают нам. В общем, будем биться. До старта меньше 2 недель. 4 марта в Наро-Фоминске пройдет первенство России среди юношей. Нашу республику представят 25 борцов. Сейчас спортсмены проходят заключительный этап подготовки. Финалисты первенства России в составе национальной сборной выступят уже на международном уровне. Георгий Запаров, Владимир Кукоев, Новости Осетии.
А уже завтра во Владикавказе пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти заслуженного тренера России Казбека Дидикаева. В Северную Осетию приехали спортсмены из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Сегодня прошла церемония взвешивания. Участникам провели мастер-класс опытные тренеры. Руководил тренировкой самый титулованный воспитанник Казбека Дидикаева, олимпийский чемпион Давид Бусульбес. У нас сегодняшний долг как можно больше пропагандировать вольную борьбу, здоровый образ жизни. И вы сегодня видели, насколько вольная борьба востребована сегодня в России и ближайшее зарубежье. Вы знаете, что очень много стран приехали на этот турнир. И сегодня наш долг олимпийским чемпионам сформировать четкие понятия и образ жизни здоровый. Это прежде всего, не зря говорят, в здоровом теле здоровый дух. Это главная наша задача. Вторая задача – объединять, чтобы между всеми странами был мир, потому что спорт посол мира. И тем самым мы должны престиж тренера, воспитателя, педагога не только в спорте, но и в учебе, и везде, и в культуре повышать. На этом моя часть выпуска завершена. Я передаю слово своему коллеге из остинской редакции Феликсу Бритаеву. Феликс, добрый вечер. Что интересного подготовили для зрителей? Бужны Галина Хабар Табира, Шасалдерсон, Артакаса Брей, Фанишанканзнан. Сагат Кавказа энергия кущита шара, что и шарма гондрейд. Зауджикаутаж, баракот, той мадалон, авжаджи, ападунион бон. Уйфадул на студии Марбахут там, уажаджи, чьи уйбаж, он заштутся б рекламой фашта. Банкал макашут.